Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. О порядке предоставления гражданам, имеющих 3 и более детей, единовременной денежной выплаты для различных жизненно важных нужд и о прокурорском надзоре за их исполнением мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Матвей Титов, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Саха. Матвей Андреевич, добрый день. Добрый день. Расскажите, какие меры социальной поддержки предусмотрены для семей с детьми? Ну, наверное, начнем с основного закона, да, который регламентирует эту Конституция Российской Федерации, статья 38, которая говорит о том, что материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Реализация этого закона в том числе способствует предоставлению определенных мер социальной поддержки. Какие, собственно говоря, бывают меры? Они бывают федеральные, бывают региональные, и есть еще, если на муниципальном уровне предусмотрено, то определенные льготы муниципальные. Различие их в том, что с какого уровня предоставляются денежные средства. Собственно говоря, какие это самые такие, так скажем, популярные, да, меры социальной поддержки? Это единовременные выплаты при рождении ребенка. Насколько я помню, с 1 февраля текущего года она составляет 28 тысяч. Не нужно путать с материнским капиталом, да, где при рождении тоже ребенка предоставляется определенная выплата. В 2026 году она составляет, насколько я помню, около 737 тысяч рублей. То есть достаточно неплохая сумма, да, для любой семьи. Причем эти социальные выплаты, которые я перечислил, они предоставляются вне зависимости от условий, да, там, имущественного положения лица и так далее. То есть, если родился ребенок, то указанные выплаты при подаче заявления они предоставляются. Еще одна выплата, которую хотел бы сказать, это региональная выплата, которая действует на территории республики у нас. Это целевой капитал «Дети столетия». Она предоставляется для детей, которые родились с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года. Ее размер тоже довольно-таки существенный, это свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, есть довольно популярное, это единое пособие на ребенка. Это пособие включает в себя предоставление ежемесячной денежной выплаты с 0 возраста до 17 лет включительно, то есть пока ребенку не исполнится 18 лет. Там есть определенные условия, я думаю, что мы в дальнейшем про это поговорим. Кроме того, хотел бы обозначить, еще у нас есть определенные меры социальной поддержки для многодетных семей. Например, довольно популярная мера у нас была и в 2023, 2024, и в прошлом году. Это, как известно, да, у нас многодетные семьи имеют право на предоставление земельного участка. Но у нас в законодательстве региональном предусмотрена единовременная денежная выплата. Если человек, например, не желает получить земельный участок, он получает единовременную выплату. Эта выплата на сегодняшний день составляет 300 тысяч рублей. Она была увеличена. И этой выплатой воспользовалось в прошлом году более 2000 человек, то есть довольно большое количество. Кроме того, финансирование за прошлый год было на эти выплаты увеличено, то есть региональные власти, да, видят, что эта выплата довольно такая популярная у многодетных семей, и увеличили ее объем до, если мне не изменяет память, более 800 миллионов рублей, то есть в течение года. Что касается иных выплат, то, что я сказал, есть единовременные выплаты, есть ежемесячные выплаты, но есть еще помощь со стороны государства, когда с гражданином, у которого есть дети, заключается социальный контракт. Этот социальный контракт заключается по определенным направлениям, то есть для оказания малоимущей семье денежных средств, либо получения образования, оплаты за это образование, для того, чтобы они вышли из так называемой трудной жизненной ситуации. Оно идет по двум обычным направлениям. Это осуществление предпринимательской деятельности, либо это развитие личного подсобного хозяйства. Матвей Андреевич, вот вы перечислили единовременные, да, социальные меры поддержки. Это же все разные направления оказания помощи. Но в целом это все равно одно направление, это оказание помощи именно семье, да, которая нуждается в
определенных денежных средствах. Ваш вопрос, вы имеете в виду, что они разные сами по себе, Да, эти потому выплаты, что- и могут ли они суммироваться, да? Да, такая возможность есть, то есть если человек получил какую-то одну выплату, да, социальную, это не значит, что он не имеет права на получение иных выплат или льгот, потому что у нас помимо выплат предусмотрены льготы, да, я забыл об этом сказать, их достаточно большое количество. Допустим, вот перед непосредственно интервью, да, посмотрел ради интереса, сколько на сайте Министерства труда и социального развития республики этих льгот и выплат имеется, только на их сайте там больше 30 было. Ну, довольно такая часто это бесплатный проезд на автомобильном транспорте, например, для детей. Ну, это, понятно, на маршрутных автобусах, либо на обычных автобусах. То есть это для детей, которые обучаются в школе, например. Либо бесплатное питание для многодетных семей с 5 по 11 класс. Поскольку у нас все дети так или иначе получают бесплатное питание с 1 по 4 класс, но для семей, которые воспитываются и растут в многодетных семьях, предусмотрено бесплатное питание в школах. Мгм. Ну, а как семья может реализовать эти меры поддержки? Куда обращаться? В зависимости от вида меры социальной поддержки, ее условия достаточно различные. Есть те меры, при которых, как я вам уже сказал, не требуется каких-то дополнительных условий. Вот ребенок родился, да, то пишите заявление, и вам эту меру через определенный срок денежные средства перечисляют на счет. А есть меры, которые требуют определенные условия. Например, вот единое пособие на детей, то, что я говорил, там имеет право на получение этой выплаты граждане, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума в Якутии. То есть этот размер, он варьируется от района у нас в республике и от определенной зоны. То есть в северных районах, понятно, там среднедушевой доход прожиточного минимума он выше, чем, например, в других районах. То есть определенные условия для получения каких-то выплат и мер социальной поддержки, они, конечно, присутствуют. Особенно это для выплат на детей, которые в многодетных семьях воспитываются. Понятно, что они только могут воспользоваться данными льготами, данными мерами социальной поддержки. Куда, собственно говоря, можно обратиться? Ну, сейчас эпоха цифровых технологий, да, мы с вами знаем. Сейчас все эти меры, они предусмотрены на сайте госуслуг, то есть спокойно человек может на сайт госуслуг зайти, оформить заявление, либо через МФЦ подать, МФЦ так или иначе действует практически во всех районах, подать там заявление, прийти непосредственно, ну, либо в органах социальной защиты населения, то есть они тоже принимают указанные заявления. И такой комментарий отдельно. Некоторые думают, да, что эти социальные выплаты, они автоматически положены. К сожалению, у нас заявительный порядок, то есть человек, если рассчитывает получить указанные выплаты, он должен обратиться с соответствующим заявлением вот в те органы, да, там, либо электронным способом, которые я перечислил. Мгм. Ну, все-таки ваша деятельность, она надзорная по осуществлению этих мер поддержки. И очевидно, что в каких-то моментах, видимо, законодательство не соблюдается, раз вы к нам пришли сегодня. Безусловно, органы прокуратуры – это надзорный орган в первую очередь, и в рамках прокурорского надзора в сфере государственной поддержки семей с детьми прокуратура осуществляет надзор за реализацией государственной политики, в том числе при предоставлении мер социальной поддержки. Какие проверки здесь проводятся, каким образом они проводятся? Как правило, это проверки, которые либо запланированные, то есть мы выходим, проверяем законность отказов, обоснованность и достаточность финансирования тех или иных мер, либо это происходит по заявлениям самих граждан. То есть гражданин пишет, что он не согласен с отказом в предоставлении ему мер социальной поддержки, и мы уже выходим, но иногда и прокуратура выходит за рамки определенного обращения. То есть если мы видим, что гражданину отказано по формальным основаниям, мы, конечно же, посмотрим все такого вида отказы и примем соответствующие меры. Ответственность за
незаконное, либо ненадлежащего качества оказания такой муниципальной услуги, да, предусмотрено, либо уголовное, ну, это часть с мошенничеством связанная, мер социальной поддержки, либо административное, это, как правило, статья 563, это нарушение порядка оказания государственных и муниципальных услуг, когда, ну, наверное, и вы слышали, там, например, паспорт не принес человек, либо какой-то документ не донес, и отказывает по формальным основаниям, что нет документа, хотя есть возможность, и это законом предусмотрено и различными нормативно-правовыми актами, что такие заявления могут приостанавливаться, с заявителем напрямую можно связаться, попросить его принести какие-то документы. Конечно, он сам заинтересован, заявитель, он, естественно, принесет. А так формально отказывает, заявителю опять приходится обращаться, это и время, это и деньги где-то, да, куда-то приехать и принести, откопировать и так далее. Ну и соответствующие нервы там человека все равно затрагиваются. А вот такие нарушения, они чаще всего носят единичный или все-таки массовый характер? Такие нарушения, как правило, они носят единичный характер, то есть массовости в настоящий момент не имеется таких нарушений. Но я говорю, что в основном в ряде случаев по формальным основаниям отказывает, мы реагируем точечно и можем посмотреть все отказы. Но такой массовой проблемы, что отказывает массово, нет, как правило, отказывает на законных основаниях. Ну, с формальными ситуациями разобрались, а что же все-таки делать, если вот случилось, когда права семьи на выплату были нарушены? У нас такие примеры в надзорной деятельности имеются. Например, это в одном из районов мама обратилась с заявлением в отдел социального фонда. Ей отказали на том основании, что у супруга отсутствует доход в виде трудовой, там, предпринимательской и иной деятельности. Этот отказ прокуратура района признала незаконным. Она внесла представление в отдел социального фонда. Отдел социального фонда не согласился с представлением прокуратуры. И прокуратура, чтобы восстановить права мамы, заявителя, она обратилась с иском в суд об обязании пересмотреть данное заявление и выплатить семье пособие. В суд первой инстанции согласился с позицией прокурора, исковое заявление удовлетворил. В апелляционной инстанции судебное решение оставлено без изменения. Права мамы и права детей, в первую очередь, да, на эти денежные средства, они были восстановлены, и заявителю перечислена была сумма в размере, если мне не ошибает память, то около 700 тысяч рублей. То есть значительная сумма, которую она могла бы не получить, если бы не вмешались органы прокуратуры в это дело. Ну, самое главное, что все закончилось благополучно. Матвей Андреевич, большое спасибо, что вы для нас сегодня время нашли, поделились важной и нужной информацией. По возможности приходите еще. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели «Актуальное интервью». До встречи в эфире.